моя игра, она мне принадлежит, ты таким же, как и я. Моя игра, правила одни и цель одна. Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире, как всегда, передача «Мой спорт». Здравствуйте, Артем. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а что сейчас происходит? Это так называемая разминка, да? Да, разминка. Идет непосредственно разминка по тайскому боксу. А тут особые нагрузки на какие мышцы идет? В основном ноги, брюшные группы мышц. В основном развивается полноценно все тело. Артем, скажите, пожалуйста, сколько у вас человек занимается? В данное время от 15. В среднем просто в зал ходит 15 человек, поэтому делятся на несколько групп. А также есть филиалы нашего клуба, работают в других частях города. Я смотрю, девушки у вас тоже занимаются, да? Да, этот спорт подходит для всех. Абсолютно для всех, начиная с 5 лет, окончая пенсионерами. У вас, Артем, в вашу группу набирается набор людей, да? Да, кто хочет заниматься? По сей день ведется набор желающих, которые... Со скольки лет? С 5 лет, с 5-6 лет уже, в принципе, можно заниматься. Хорошо, а вы, Артем, если не секрет, сколько лет уже занимаетесь? Я занимаюсь этим видом спорта 16. Начал заниматься я вообще в 13 лет. Просто я занимался кикбоксингом. И постепенно переквалифицировался на тайский бокс. Я также принимаю в боях участие по кикбоксингу, неважно, тайский бокс. Я люблю просто спорт. Я непосредственно занимался в спортивном клубе «Максагон» Алексея Ильича Уварова, который по сей день является моим тренером. Большинство из этой группы считается его воспитанником. У него очень много, если со все 18 лет существования клуба. А вот ваши секции между собой вы устраиваете какие-нибудь соревнования и как часто? Между собой, ну, в данное время, видите ли, это группа начинающая, поэтому еще рано говорить о каких-то глобальных спаррингах. Угу. Это примерно Ну, через сколько времени? Ну, это очень тяжелая техника, видите ли. Это очень тяжелая техника, она включает в себя приемы ударной техники, руками, ногами, колени, локти. Это все участвует в ударной технике. И также есть ближний бой, работа в ближнем бою. Ну, грубо говоря, это очень жесткая такая самооборона. За 2-3 удара можно, в принципе, решить исход поединка. Поэтому непредсказуемый вид спорта, и к спаррингам допускаются уже такие подготовленные соперники, которые уже имеют какой-то опыт. Новичка, как говорится, по танке никто не бросит. Сначала человека надо подготовить. Конечно, конечно. И то, если есть желание у человека. Если желания нет, есть и такие, которые занимаются, допустим, 2-3 года и не выступают. Ну, понимаем, все прекрасно, это хорошо, когда человек занимается для себя. Мы поддерживаем это. Древнее боевое искусство, которое родилось в Таиланде. История очень далеко уходит века. Поэтому все рассказывать как бы не получится, это надо изучать самостоятельно. В основном половина были студенты, работали со студентами, из них вот на последний турнир ездил, выступали по кикбоксингу. В принципе, неплохой результат показали, очень много первых мест было, вторых. Там больше 13 медалей привезли вообще. О, замечательно вообще. Нормальный турнир такой получился. Для начинающих, вот они именно начинающие были. За 1 год такой результат, это вообще идеально. 13 медалей, да, говорите? Да. Сейчас мы находимся на 12-м турнире по длинным нардам, который организует Федерация спортивных нард в целях пропаганды, ну и, конечно же, дальнейшего развития нард у нас в республике как вида спорта. У нас образовался уже костяк нардистов, которые постоянно участвуют во всех турнирах, за что хотелось бы, конечно, им выразить отдельную благодарность. Ну, как судья турнира хочу отметить, что соревнования проходят организованно и со стабильной периодичностью. Участники турнира все играют по схеме Double Elimination, что является международной системой, и они выбывают из турнира после 2 поражений.
Хочу отметить хорошую организацию турнира со стороны объединения, общественного объединения спортивных нарт Республики Саха-Якутия в лице президента Антоновой Аиды Константиновны. Она сделала очень много для того, чтобы привлечь всех участников к играм, и они постоянно, у них есть мотивация, они постоянно приходят, играют, и таким образом проводят свой досуг в хорошей, здоровой спортивной атмосфере. Но хочу пригласить, чтобы было еще больше участников. Объединение проводит эти игры с стабильной периодичностью ежемесячно. И в планах у них есть провести городской и затем республиканский турнир по нардам. Всех приглашаем на наши турниры, не нужно бояться. Многие думают, что на наших турнирах принимают участие только профессионалы. Вот, на самом деле профессионалов у нас нет. Очень много женщин участвуют в турнирах, поэтому приглашаем всех желающих. Третье место получает Алексей Калинин. Пожалуйста, вот вам диплом, денежный приз. Второе место Андрей Липовка. Поздравляем, денежный приз. Ну и первое место у нас, наконец-то, получает уже неоднократно участвовавший в всех турнирах Михаил Стрелунов. Вот вам, пожалуйста. Так, медаль. И кубок победителя. Все, поздравляем. Ну, играю где-то года 3, наверное. Соревнования это 3-й раз пришел и выиграл. Соперники, конечно, очень, сильные все, хорошо играют. Приходите, играйте, выигрывайте. В следующем видеосюжете смотрите тренировки по ушу саньда. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как проходят тренировки к вашему соревнованию? Как вообще проходит подготовка? Очень тяжелые тренировки у нас, каждый день нагрузки. Изучаем технику, силовые тренировки, нагрузки. Вот ребята занимаются на силу. Каждый день тренировки разные. Уже близится соревнования, надо усилять, в усиленном режиме работаем, почти не отдыхаем. Евгений, а вы сколько уже сами лет занимаетесь? Ой, честно, не помню, 2-3 года, наверное, занимаюсь. 2-3 года? Да. А ваши какие достижения, награды, кубки? Я был призером, финалистом, чемпионом городских и республиканских, участвовал в международном фестивале 3-м. Дрался с китайцем, с чемпионом КНР в весе до 63 килограмм и, к сожалению, слепил в 5-м раунде. Ну, надеюсь, мы с вами, Евгений, увидимся на соревновании, которое вот совсем скоро будет, да? Надеюсь. Все, ладно, удачи вам. Спасибо за интервью. Всего доброго. Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте. Леонид, расскажите, пожалуйста, как давно вы занимаетесь ушу саньда? Ну, саньдой я занимаюсь недавно, год где-то, ровно год практически. За этот год вы поучаствовали в каких-нибудь соревнованиях? Да, я участвовал. Получается, первые соревнования были вот сразу же там, после месяца занятий, это были вот на Кубок Небесной реки нашего клуба. Там вот, получается, я занял первое место. Так, потом был Нерюнгри соревнования, выезд, Брюссели, тоже участвовали. И был выезд у нас на ДВФО, город Благовещенск. Там тоже участвовал, занял 3-е место. Ну, весьма неплохо, да? Ну, да. Вот сейчас я знаю, что у вас скоро совсем будет соревнование. Да? На Кубок ушу саньда, да, вроде бы, если я не ошибаюсь? На Кубок Небесной реки. Да, на опять Кубок же Небесной клуба реки. нашего. Да, как идет подготовка у вас? Вы будете принимать участие? Ну, хочу попробовать еще раз. В принципе, оно меня тянет. Еще раз почувствовать эту победу, допустим, вот так. И сколько часов вы отдаете? Ну, по 2 часа. По 2 часа, Получается, да? да, через день, 3 раза в неделю. Ну, в принципе, так иногда тоже ходим, занимаемся сами по себе. Как давно вы вообще занимаетесь ушу? Ушу с 2009-го где-то, наверное, с конца. Это ушу саньда. Ну так, и единоборствами тоже во время студенчества занимался. А какими? Ну там какие, не понемногу, бокс там и так далее. Вот. Борьба там, Так, да, все в наверное? таком духе. Ну не борьба, ну так, ударная больше всего. Скорее всего так. И потом начали заниматься ушу. Не, а потом не занимался, вот с 2009-го что-то резко, с течением обстоятельств, на ушу саньда записался. И хожу до сих пор по сей А день. как узнали? Как это все вообще произошло? Как произошло? Ну, просто ради интереса. Ну и втянулся.
Сколько вы уже принимали участие в соревнованиях? Во всех соревнованиях были же, да? Ну, старался, по ушу саньда во всех, да. Ну как, пропускал, конечно, ну, выступал. Будет соревнование, да? Совсем скоро будете принимать участие? Да, буду, конечно. Это со всех, получается, мест приедут. Но мне, насколько известно, да, что будут с улусов ребята. С улусов будут, да? Да. Как вы готовы встретить? Готов? Готовы, да? Петухов Василий, ушу — это мой спорт. 9 октября этого года во Дворце спорта 50 лет Победы пройдет второй открытый кубок Небесной реки по ушу. В программе соревнований у нас находится ушу Таалу, Тади Цюань и боевое единоборство – это ушу саньда. Турнир проводится во второй раз. Первый раз он проводился в прошлом году в честь 5-летия клуба «Небесная река». Соревнования проводит Федерация ушу Республики Саха-Якутия. Она организована в сентябре прошлого года. И в этом году мы надеемся достичь больших успехов, больших участников соревнований. У нас уже есть 6 кандидатов в мастера спорта. Мы добились его в этом году и надеемся продолжить наши успешные занятия и выступления на соревнованиях. Впервые в Якутии дисконтная система, способная охватить студентов, преподавателей, членов профсоюзов и VIP-персон республики. Всего 100 тысяч человек. И все они ваши будущие клиенты. От нас обширная рекламная кампания, продвижение и распространение дисконтных карт. От вас определенный процент скидки. Это реально с новой дисконтной системой Саха-карт. Джамал Алиев здесь проигрывает иранцу. Понимает, вот он этот момент. Это чистая победа, это душе. Весь турнир дальневосточный борец провел очень уверенно. Удивительно перепятие вольной борьбы. Обо всем об этом вы узнаете в книге «Вольная борьба. Покоривший Али». Контактный телефон 8 924 870 72 77. Итак, наша передача подошла к концу. Занимайтесь спортом, смотрите телепередачу «Мой спорт». До свидания.